Приветствую всех, с Salut à вами tous, alors Фредерик c'est Frédéric Делявье. Delavier. Alors ce soir, je vous Сегодня я fais une записываю это petite маленькое vidéo видео, чтобы pour vous поговорить про parler de la Чечню. Tchétchénie. Alors je Я profite de слышал ces информацию про événements français события, pour pouvoir разговоры про чеченских des groupes беженцев, tribaux de которые réfugiés, de jeunes едины, réfugiés которые politiques собрались, tchétchènes venus, qui viennent которые пришли и дали affronter отпор в en Вендетте, vendetta des пацанам из jeunes, трущоб, из des cités, des районов, jeunes des quartiers d'origine французы, но maghreb, магребийского français mais происхождения. d'origine maghrébine, Парни, которые qui viennent affronter ces прибыли, guerres чтобы pour отомстить за venger своего парня, un de leurs которого, jeunes очевидно, garçons qui s'est избили fait бандиты. en haut et de coups et tabassé Не знаю из-за sûrement par des чего, voyous pour une возможно, histoire, узнаем je sais позже. pas, de deal. De toute façon, on le saura après. Donc je vais Пользуясь этим profiter de случаем, ce расскажу petit moment вам типичную d'animation typiquement français, donc французскую franco-français, историю. donc un peu d'histoire de cette histoire, Маленькую историю Франции, так скажем. l'histoire de France, pour vous parler Чтобы de поговорить la о Tchétchénie. Чечне. Pour que vous compreniez ce qu'est la Tchétchénie. Чтобы вы Petite поняли, vidéo, что je vous такое invite Чечня. quelques petites vidéos du soir Маленькое ce видео soir я имел в pour виду vous для parler un того, peu de чтобы la поговорить о Tchétchénie Чечне. et pour Поговорить faire о un peu de геополитике, ведь это интересно узнать, кто géopolitique. такие C'est toujours чеченцы. intéressant de comprendre qui sont les Tchétchènes. Alors les Tchétchènes, Итак, чеченцы ils — это appartenaient, часть ils России, appartenaient à Российской la Федерации. Fédération de Russie, hein, et Это la республика, République, которая является Россией. et ce sont des Это musulmans. Les мусульмане, Tchétchènes, ils sont чеченцев 1,394 около 1 миллиона 394 millions. тысячи. Ils sont pas Их beaucoup, ils немного. écrivent Они говорят на русском, parlent russe plus leur еще langue на родном cyrillique, языке. hein, donc Они c'est pas пишут на évident pour eux, кириллице, hein. и это нелегко для них. Donc, quand ils sont en Находясь во France, Франции, это c'est тяжело. dur. Mais bon, ils font des boulots en Но, général, ils sont où dans la тем не менее, они sécurité, parce работают. В qu'ils ont большинстве une они tradition в охранной virile, сфере, потому что у них традиция быть мужественными. de montagnards, Скажем, горцы, которые мстят за своих, vengent на leurs которых proches посягнули. qui ont été déshonorés. Короче, у них традиция воинов. Смотря на их историю, они всегда были воинами. И они сохраняли свою культуру сквозь кровь и слезы. Это не значит, что они плакали или еще что-то. В смысле, несмотря на страдания, они сохранили традиции и культуру. Благодаря своей системе биться до смерти, они сохранили свою идентичность. А еще и генетическое наследие. По правде говоря, это так и есть. Они не сделали так же, как делали поляки, хотя у поляков и гор-то нет, и поляки встретили более мощного врага одновременно, Россию и Германию. Они ничего не могли сделать, чтобы сохранить себя, кроме как укрыться религией католицизма, которая не является ни протестантизмом немцев, ни православием русских. В общем, у них католическая культура приносить в жертву. Похожий метод у чеченцев. У них культура воинов-мусульман, которые умрут за свою религию и одновременно за свою родину. Мы можем сравнивать эти два метода сохранения культуры чеченских воинов и, так скажем, воинов польских, хотя это разные религии, но цель одна — сохранить свою идентичность, нацию и так далее. И дошло до сегодняшних дней — сохранить, жертвуя. Итак, чеченцы видели много войн с русскими. Поговорим немного о истории про чеченцев, потому что люди не понимают, через что они прошли. Итак, чеченцы видели войну, большую войну, очень большую войну, современную войну, в масштабах бедствия, скажем, бедствия даже в масштабах Кавказа. Это, между прочим, с Россией воевали, которая как бы европейская страна, разумеется. Мы не говорим, что это европейская война, хоть это отдаленно и правда. Это намного больше и важнее, чем война в Югославии, ведь было очень много смертей, и это была современная война, с батареями, довольно страшным вооружением, тяжелой русской артиллерией и так далее. В общем, это большая и современная война, первая, была с 94 по 96 год, вторая с 99 по 2000, но все же продолжалась до 2008 года. Все эти войны были за независимость, где было место и религии. Они хотели свободы и утвердить свою культуру.
и мусульманскую религию. Поэтому эти войны связаны с международной геополитикой. И вы поймете, что эта война была в интересах Америки. Они подталкивали чеченцев к восстаниям, которые, очевидно, были нормальной потребностью народа, чтобы утвердить свою религию и независимость. Впоследствии Путин это понял и прагматично воспользовался этой ситуацией. И это не потому, что он любит Чеченскую республику. Дело в том, что кто-то в этой истории хорошо играет в шахматы, кто-то умеет рассчитывать и понимает, что лучше дать власть и деньги региону, которые сами по себе воины изначально, чтобы воевать и лить кровь, что, конечно же, дороже обойдется и деньгами, и жизнями, и временем. Даже если они могут выиграть, это обойдется дороже. Лучше быть с ними союзниками, заплатить, плюс они на стороне России. В итоге они становятся воинами России, которые исповедуют свою религию, свой ислам.